Друг или враг? А что это означает для В виде русского мира. Чего только не прочитаешь. Так выяснится и еще что-нибудь. Что означает для Беларуси? Ну, я не надеюсь, что... Я вот рассказывала, что я в Австрии недавно была, и там за столиком садились меня... Откуда вы? Я говорю, из Беларуси. Говорит, о, Лукашенко, Домрачева. Теперь будет Алексеевич. Не знаю. Да, и вот я подумала, все-таки, ну здорово, что Домрачева, такой гордость. Я бы хотела, чтобы у белорусов была гордость, потому что это же не я одна сделала, это мои герои, мои родители, мой дед, прадед, который учился вместе с Якубом Колосом. Что это общее какое-то вот такое гуманитарное какое-то накопление, которое произошло. И я надеюсь, я не принимаю, что это лично мое. Я очень рада. Я очень рада, что... В общем, извините, да, поэтому, что мы вместе. Накануне выборов я думаю, что это событие будет более главным. Как быть вообще? Да, ничего, 75% у нас будут. Ну все, ребята, спасибо. Светлана Александровна, вот это что делали первый автограф? Рука крепка или все-таки вздрогнула уже в новом статусе? Нет, вы знаете, ребята, вот эти все публичные вещи, они так не задеваются. Главное же внутри происходит. Вот, конечно, как меня откуда-то звонили с какой-то газеты и доставали, что я чувствую с миллионом, да? А я говорю, что, боже мой, в этом Минске только, наверное, этих миллионеров полным-полно. И как-то живут, да, и в конце концов мы каждый день все миллионеры, да, у всех у нас миллионы. Нет, это вещи такие побочные совершенно. Но, ну хорошо, что это произошло, очень хорошо. Это все-таки произошло с нами. Что вы думаете о предстоящих выборах? Я думаю, что мы знаем, кто победит. Победители есть. Потому что народ испугался войны, испугался того, что на Украине случилось, в Сирии теперь. Знаете, война это страшно. И наш народ, по-моему, до последнего не хочет брать оружие в руки. И я рада, поскольку я сторонник революции, но я думаю, что еще долго. Свободны мы будем не скоро. Мы очень маленькие, мы зажаты со всех сторон. И, в общем-то, не богатая страна. И мы очень разрознены, каждый сидит в себя в своем домике и не хочет выходить. Вот украинцы, видите, какие они что может заставить? Ну, я даже не знаю. Но вы знаете, все-таки, как это выйти на улицу, но чтобы не стрелять? Вот я не знаю ответа на этот вопрос. Значит, Я у не нас знаю. коллективизм пропал. Слишком коллективно. Лукашенко хотел этого. Слишком коллективно. Нужно жить индивидуальной жизнью. Вот мы в Беларуси стали. Ратифицировали Беларусь? Нет, я не могу, я люблю Беларусь. Это ж мои родители, отец белорусский, это мои бабушка, дедушка, это мои, ой, господи, я долго жила в деревне, я очень любила деревню, люблю очень. И, нет, я люблю Беларусь. Но единственное, что я не знаю, или это мудрость, какую проявляет Беларусь, или это все-таки страх, который в нас не знаю, не хочется. Но у нас же с вами родители, вот вы тут, ну, как бы, молодые люди из университета говорят одно и верят в одно, но приезжают домой, они же видят, как родители не понимают даже, о чем они говорят. Так что Беларусь две, Беларусь вот та старая, деревенская, и Беларусь вот молодая.